Тяжелая операция и многочисленные курсы химиотерапии уже позади. После такой нагрузки Белла не может передвигаться без трости, рассказывает мама девушки. Все это сказалось и на психологическом состоянии. Девушка очень болезненно воспринимает появление в доме незнакомых людей. Не хочет, чтобы ее снимали на камеру. А ведь еще совсем недавно жизнерадостная Белла строила планы на будущее. Как и все ее одноклассники, после окончания школы планировала поступить в вуз. Но неожиданный и страшный диагноз прозвучал как приговор. Думали, что у нее киста, потому что нам написали в КТ, что не исключается у нее паразитарная киста печени. Когда взяли биопсию, обнаружилось, что у нее онкология. Лейла Хашигульгова старается не вспоминать первые дни, когда узнала о диагнозе дочери. История болезни Беллы началась 4 года назад, когда она сдавала ЕГЭ. На одном из экзаменов у девушки разболелся бок. Боли были такие сильные, что пришлось незамедлительно обращаться к врачам. Полгода ушло на то, чтобы специалисты наконец поставили точный диагноз. В итоге Беллу направили на обследование в Москву. После 4 химиотерапии операция была у нее. Она у нее была в капсуле, целиком одним блоком они вытащили эту опухоль. После этого сделали 2 химии еще. Потом мы приехали по месту жительства, сухую химию делали. Лекарства пили, в общем, до апреля 2016 года. Поначалу казалось, что болезнь отступила, интенсивный курс лечения остался позади. Белла окрепла, но оказалось ненадолго. Болезнь вновь заявила о себе в апреле этого года. И теперь вновь требуется химиотерапия и операция. Сейчас сделали КТ в Нальчике. Потом опять обратились к онкологу, посоветовали опять поехать. Поехали в Блохина, Москву. И там сказали сделать 4 химии опять. Не знаю, что получится. Она сама против? Она сама против. Почему? Не знаю. Потому что она... Раньше же ей делали. Она знает, что это такое. Какое состояние у нее было тогда. Я это все видела, я ее понимаю. Лейла Хашигульгова – мама 3 детей. До определенного момента она считала себя счастливым человеком. Но черная полоса в жизни началась несколько лет назад. Заболела единственная дочь, в результате ДТП погиб супруг. Сама она тоже недавно получила тяжелую травму. Сегодня их поддерживают родные, близкие и соседи. Недавно родственники узнали, что девочки могут помочь в Германии, но проблема в отсутствии финансовых возможностей. В Германии сказали нам, там, возможно, документы отправляли. Вот там сказали, лечение будет. И обратились, сейчас обращаемся. За помощью обращаемся, конечно. Некрасиво, неудобно, но все равно молодая, жалко ее. Остается надеяться на помощь неравнодушных людей. Наш пророк, мир ему и благословение Всевышнего, завещал мусульманам быть особенно милосердными в священный месяц Рамадан. Помощь Белле Хашигульговой – это еще одна возможность объединиться в добром деле. Банковские реквизиты можно найти на страничках в Инстаграм с призывом «Поможем Белле». Связаться с мамой можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Творите добро. Зарема Ивлоева, Мадина Аздоева, Новости 24.